Прежде чем переступить порог пункта проведения экзамена, участники ЕГЭ смотрят, какой аудитории и за какой партой им предстоит выполнять задания. До начала итоговой аттестации осталось чуть меньше часа, поэтому пока выпускники школ обмениваются советами и пытаются справиться с волнением. От этих экзаменов зависит моя дальнейшая жизнь и мое поступление в хорошие вузы. А сдала я, конечно, их на хорошо, я так надеюсь. Пока что экзамены только сказали результаты по одному. Но вот сейчас этот экзамен для меня тоже очень важен, является профильным экзаменом. Я готова к нему, и волнение, конечно, есть, но я надеюсь его хорошо сдать сегодня. За пределами школы участников единого государственного экзамена ждут их родные и близкие. Провожая выпускника, кто-то сдержанно скажет удачи, другой сделает последнее наставление, а кто-то и вовсе волнуется перед экзаменом больше, чем сам участник ЕГЭ. Фатима Плеева, к примеру, решила поддержать своего племянника. В школе он учился хорошо, а потому ждут от него только положительных результатов. Мы этот день ждали долго, готовились к этому дню. Багмах дали, хотя урза у нас, но все-таки мы решили до конца простоять, поболеть за них. На проходной ребят тщательно досматривают организаторы и общественные наблюдатели. Телефон, калькуляторы и другие электронные средства у участников единого государственного экзамена тут же изымают. Впрочем, сейчас выпускники школ пользоваться запрещенными средствами связи даже не пытаются. Вытащить телефон невозможно, так как камеры все пишут и звук тоже настроен. Надо надеяться только на себя и готовиться к своим экзаменам. А тем временем участников итоговой аттестации распределяют по аудиториям. 14 кабинетов, оснащенных камерами видеонаблюдения, и почти 190 выпускников школ. В их числе и Милана Чехкиева. Девушка решила поступить в один из ведущих вузов Москвы и стать экономистом. Математику, обществознание и биологию она уже сдала. На очереди история. Я особо не волнуюсь, так как это не первый экзамен. Я вижу, как волнуются другие дети. Я не вижу смысла волноваться, потому что я в себе уверена, я готова. С того момента, как выпускник переступил порог учебного заведения и до конца итоговой аттестации, участники ЕГЭ находятся под пристальным вниманием организаторов. Для прозрачности и объективности экзамена в аудиториях также используется система КИМ-печать, согласно которой письменные задания не покидают кабинет во время проведения аттестации. На месте под камерами достается материал для сдачи единого госэкзамена, и там же на месте под камерами после окончания экзамена материал сканируется. Следовательно, ребенок находится под наблюдением и федеральных наблюдателей, и ситуационного центра. ЕГЭ сегодня сдают сразу по двум предметам – истории и химии. Это последний экзамен основного периода. Впереди резервный срок сдачи единого государственного экзамена, которым смогут воспользоваться выпускники прошлых лет и те, кто либо пропустил в этом году итоговую аттестацию, либо получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24.